Здравствуйте! Сегодняшняя тема лекции будут озера. Мы вообще-то задумывали вести лекции «Реки и озера» Якутии. Но в данное время мы будем говорить о озерах. Что из себя представляют озера? Наша республика может гордиться своими озерами, поскольку посчитано более 700 тысяч озер с площадью более 1 гектара. Это практически на каждого жителя по одному озеру. Что они из себя представляют? В сущности, классификации озер очень много. Они выделяются по форме котловины, по происхождению котловины, по солености, по проточности, ну и по многим другим показателям, которые показывают источники их формирования. В данном случае мы рассмотрим некоторые из них. В основном это будут те озера, наиболее многочисленные и широко распространенные не только в Центральной Якутии, но и арктического севера России. В данном случае первым у нас по многочисленности идет озера термокарстов. Что означает слово термокарст? Но это связано с таянием погребенного льда, который находится, у нас это называется ММП, то есть многолетние мерзлые породы, или по-простому вечная мерзлота. В данном случае причины начинания, то есть начала таяния мерзлых пород, в основном самые обычные, распространенные – это пожары, которые возникают в лесах. Это может быть вызвано деятельностью человека с использованием техники и тому подобное. Что происходит в данном случае? Если пожар или что-то произошло, то возникает такой пробел, скажем, в таянии погребенных льдов. Это значит, есть такое понятие, как сезонно-талый слой. Оно говорит о том, что ведь каждое лето, в жаркие дни, земля определенным образом тает до какого-то момента. Если погребенные льды лежат выше данного сезонно-талого слоя, то уже начинается процесс термокарста, то есть таяние погребенных льдов. Если там стоит лес или что-то, то вообще-то оно начинает проседать. Выделяют два вида – это просадочные и провальные. Просадочные, они распространены вообще-то в Лено-Вилюйском, в основном междуречии, а провальные характеризуют именно Лено-Амтинское междуречие. Если там посмотреть по карте и тому подобное, жители данной местности, они всегда видят, иногда образование таких озер вызывают образование довольно-таки обширных аласных территорий. Такие, например, как Тюнгюлю, Мюрю, Барагонцах. Такие озера, они существуют довольно-таки продолжительное время. По данным радиоуглеродного датирования, наиболее древние озера, которые образовались на территории Якутии, датируются примерно плейстоцен. Это где-то примерно 12 тысяч лет тому назад. Это довольно-таки большой промежуток времени, а большинство озер, они вообще-то образовались позднее, намного позднее. Теперь процесс образования термокарстовых озер продолжается и поныне. Это связано, видимо, и с потеплением климата, который сейчас все наблюдают в данном случае. Но дело в том, что стадии развития термокарста довольно-таки разнообразны. Выделяют вообще-то до 12 стадий образования термокарста. Это, якутский это звучит как дётя, тымпы, и в конечном счете это аласное образование. Дело в том, что ведь продолжительность жизни термокарстового озера зависит от количества погребенных льдов. В данном случае, возможно, довольно-таки обширные замерзшие породы, то есть влажностью до 80, до 90, то есть те льдонасыщенные породы, они могут таять довольно-таки долго. Питание таких озер в основном, то, что падает в виде осадков,
Но в основном это будет таяние подземного погребенного льда. Пока лед есть, оно будет образовываться. А как только лед протаивает, в данном случае котловина образовалась, водосборная площадь ничтожная, много воды туда не стекает, начинает высыхание данного озера. Постепенно, поскольку климат у нас называется аридным, то есть количество осадков меньше, чем идет испарение, то большинство аласных и так называемых термокарстовых озер склонны к высыханию. Что мы и наблюдаем? Большое количество аласов на территории Центральной Якутии показывает, что ранее существовавшие термокарстовые, небольшие, имеется в виду с меньшим количеством погребенного льда, они в конце концов превращаются в аласные угодья. На якутском языке этот термин пока единственный в мире, который вообще-то используется. Теперь, кроме термокарстовых озер, у нас существуют так называемые водные эрозионные озера. Эти озера, они обычно образуются в долинах рек или, скажем, малых рек, то есть это сезонно протекающие речки, в которых, значит, в результате эрозии или меандр, которые отпочковались от основного русла, образуются вот такие озера. Ну, по-якутски они называются элькянь. Таких озер тоже довольно-таки большое количество. Кроме этих, есть совмещенные такие озера, которые называются эрозионно-термокарстовые. Здесь, в данном случае, в формировании данной котловины озера существует два фактора. Это эрозия, водный поток, или термокарстовый процесс. В данном случае эрозионные процессы могут преобладать какое-то сезонное время. Это летнее время, когда бурно водоток идет. Или, скажем, термокарст, когда, значит, более какие-то теплые времена, лето засушливое, тогда термокарстовый процесс идет интенсивнее. И получается, такие озера имеют более долгий срок жизни, поскольку водосборная площадь у них довольно-таки большая по сравнению с некоторыми термокарстовыми озерами. Они могут иметь проточность сезонную, имеется в виду весной, когда воды много и таяние снега идет интенсивно, поступление воды в них бывает очень. Теперь, есть, конечно, довольно-таки очень интересные озера, это, так называемые ледниковые озера. В основном это при таянии ледника или при пропахивании ледником долины, которая называется трогом. Вот трога и долина, они по мере таяния ледника заполняются водой, и эти озера довольно-таки часто встречаются у нас в наиболее возвышенных участках. Это Южная Якутия, это Верхоянский хребет и тому подобное. Такие озера у нас существуют. Но, кроме этого, еще есть так называемые наиболее крупные озера, это у нас морские или лагунные считается. Это значит, по мере отступания моря, в лиманах остаются озеровидные водоемы, которые мы называем лиманными. И эти озера существуют. Это довольно-таки крупные озера у нас в Якутии. Это типа Магатуева, Чукоче, вот такие крупные озера, в которых вообще-то водится много чего. Теперь давайте-ка мы поговорим о использовании данных озер. Что касается издревле люди селились в населенные пункты, а располагались именно возле не только озер, но и рек и тому подобное, то есть рядом с водой. Что оно из себя представляет? Это не только источник водоснабжения, скажем, питьевого, коммунально-бытового или сельскохозяйственного. Оно дает нам и рыбу, и водоплавающую, и дичь. Даже озерные осадки, они тоже представляют из себя очень довольно-таки ценный продукт, который можно использовать в качестве лечения грязи и тому подобное. Да. Это вообще использование, у народа Сака вообще-то озера олицетворяются как
источник довольно-таки многих ресурсов, и они его называли уважительно ЭБ. То есть мы видим, что в данном случае озерные ресурсы имеется в виду не только земельные, рыбные, водные, они вообще-то должны использоваться очень рационально. Теперь, а как насчет загрязнения? Загрязнение идет, ребята. Вот дело в том, что, видите, в основном возле таких озер располагаются довольно-таки большие населенные пункты. В основном загрязнение поступает от них. Что надо делать в данном случае? Ну, существует много разных способов, чтобы не допустить поступления загрязненных стоков. Да. Ну, сейчас прямо можно сказать, что это самое действенное, это дренажная система, то есть которая отводит нежелательные стоки в сторону от озера. Также вот, если это питьевое озеро, то мы обычно предлагаем не пускать туда, не допускается водопой скота и тому подобное, чтобы не поступали тоже загрязнения от них. Лучший случай очистки, имеется в виду обезопасить себя от этого, значит, это построить какие-то очистные сооружения, чтобы вода поступала в населенные пункты в более-менее таком очищенном виде. Но очистные сооружения обязательно, ребята, поскольку в данном случае очистить от поступления различных стоков в эти озера практически невозможно. Но сейчас вот в большинстве населенных пунктов Якутии используется заготовка льда. Заготовка льда – это тоже выход, но он вынужденный выход, поскольку большинство населения оно не может потреблять ту воду, которую вообще-то сама же загрязняет. Но надо каким-то образом решать эту проблему. Возможно, в следующий раз мы продолжим эту тему. Все, спасибо.